Коми завершилась процедура предварительного голосования партии «Единая Россия». Напомним, праймери стартовал 24 мая. Из-за пандемии проходил в онлайн-формате, а накануне, в последний день голосования, жители республики все же могли проголосовать лично. Это было сделано специально для тех, кому более предпочтительна традиционная форма проведения. Никита Чернов следил за ходом процедуры. Главное отличие этого праймериса от голосования предыдущих лет в том, что если раньше сделать свой выбор могли только однопартийцы, то сейчас отдать свой голос за того или иного кандидата может абсолютно любой гражданин нашей страны. Участие в выборах – это наше право, и я, как ответственный житель России, решил тоже проявить свою гражданскую позицию. Более 100 участников для голосования по всей республике. С 10 утра они ждали избирателей. Конечно, со всеми мерами предосторожности. На входе санитайзеры, измерение температуры, выдача масок. Это предварительное голосование. Партии важно знать, кого из кандидатов поддерживают жители республики. Ведь уже осенью они будут представлять Единую Россию на выборах в Государственную Думу. Если мы посмотрим повестку «Единой России», то мы увидим, что вопросы, которые поднимает «Единая Россия», вопросы, в решении которых «Единая Россия» настаивает, в ней достаточно широкое представительство самых разных групп, категорий, всех, которые сегодня у нас в стране есть. Мы заинтересованы, чтобы и среди кандидатов в депутаты тоже было это широкое представительство. Поэтому «Единая Россия» в преддверии решения от того, кто из кандидатов, кто в качестве кандидатов будет баллотироваться, держит совет со всем народом. Депутат Госдумы Ольга Савастьянова и лидер единороссов Коми Сергей Усачев в этот день принимают участие в работе ситуационного центра партии. Голосование проходит спокойно. Вся помощь и консультации гражданам оказываются. Ольга Савастьянова благодарит каждого, кто в свой выходной все же нашел время и пришел на участки для голосования. Отмечает, только благодаря такому неравнодушию и активной позиции граждан объединяются усилия, чтобы решать те проблемы, которые волнуют людей. Лидер партии в Коми Сергей Усачев напоминает, Единая Россия сегодня в нашей стране единственная партия, которая проводит процедуру предварительного отбора кандидатов. Люди своими голосами обозначают лидера, который и потом выходит в основную избирательную кампанию. Мы не боимся выйти к нашим избирателям и посоветоваться, сказать, в этом смысле, кто из наших представителей более достоин представлять партию в составе будущего представительного органа, в данном случае Государственной Думы. Для Республики Коми ситуация в этом году тоже особенно уникальная, потому что у нас процедура голосования может проводиться и в онлайн-формате, и в офлайн. Голосование рейтинговое, поэтому можно голосовать за многих кандидатов одновременно. Как отмечает в рекотделении «Единой России», за период голосования ни одного нарушения не зафиксировано. Процедура прошла в штатном режиме. Окончательные итоги будут подведены со дня на день. А официально список кандидатов, которые смогут представить «Единую Россию» на выборах Госдумы, утвердят на съезде партии 19 июня в Москве. Никита Чернов, Максим Исюров, телеканал Юрган.